Добрый день, уважаемые коллеги. Немного у нас присутствующих. В чате можно поставить плюсик, если меня видно и слышна презентация. Мы продолжаем работу нашей конференции. И сегодня у нас кейс «Цифровые инструменты для преодоления рисков низкой адаптивности учебного процесса». Небольшое количество выступающих, но тем не менее, первая тема у нас – цифровая обучающая среда для саморазвития педагогов. Ходоровская Анна Леонардовна, дизайнер образовательного опыта, дополнительного профессионального образования, университет Альтшу, город Санкт-Петербург. Анна Леонардовна, можете подключить. Да, здравствуйте. Меня слышно? Отлично, спасибо большое. Я рада приветствовать вас, коллеги, на этой конференции. Меня уже представили. Я единственное добавлю, что я еще являюсь магистрантом программы электронной образовательной технологии в Московском педагогическом государственном университете. И сегодня я хочу с вами поговорить о том, зачем вообще педагогу учиться, зачем нам с вами учиться и что такое саморазвитие. Собственно, а как учиться самостоятельно, используя цифровые инструменты, цифровую среду, и как создать себе такую комфортную цифровую обучающую среду, в которой учиться и развиваться будет удобно и эффективно. Ну, я бы на самом деле обозначила одним словом причину, по которой надо нам всем учиться, и это не зависит вообще от профессии, это профессионализм. Безусловно, мы все хотим быть лучше, профессиональнее, компетентнее в своей профессии. Но поскольку мы все здесь педагоги, то нам, конечно, хочется все равно расшифровать, что же скрывается под этим словом. И я бы обозначила еще несколько моментов, которые, я считаю, обуславливают отчасти то, что сейчас происходит в образовании. И это в первую очередь, конечно, цифровизация всех процессов, этой цифровизации экономики, различных социальных процессов. И уже несколько лет идет очень активная цифровизация образования. И пандемия, как мы все это понимаем, очень сильно ускорила все эти процессы. Новые технологии, новые инструменты появляются настолько быстро, стремительно, что мы порой не успеваем освоить только что появившиеся возможности, и надо уже осваивать что-то новое. И, конечно же, сейчас, вот это тоже связано в том числе с цифровизацией всех процессов, происходят достаточно значительные изменения на рынке труда. Работодатели хотят видеть другие компетенции, другие навыки и знания у соискателей, и от этого в том числе зависит то, что мы делаем с вами в образовании. Я думаю, что вы со мной согласитесь, что все, что мы делаем в плане обучения, повышения квалификации, саморазвития, позволяет нам оставаться гибкими и очень быстро адаптироваться вот в той ситуации, в которой мы сейчас все находимся, в ситуации неопределенности и постоянных изменений. И я бы отметила еще один очень важный фактор для меня, я надеюсь, вы тоже со мной согласитесь. Мне кажется, что нам всем, педагогам, очень здорово разговаривать с нашими учениками и студентами на одном языке. А сегодня этот современный язык – это язык цифровых технологий. Собственно, поэтому мы и учимся вместе с ними, стараемся где-то их обогнать, а где-то уже угнаться скорее за нашими учениками и студентами. Если мы посмотрим на классическое определение термина саморазвития, то мы увидим, что, собственно, это процесс, это ни в коем случае не конечная история, это процесс, который длится всю жизнь, и это комплекс каких-то действий, которые человек осознанно, это очень важно, да, по собственной воле, в тот момент, когда ему это требуется и нужно, он эти действия совершает и, соответственно, развивает свои сильные стороны, приобретает новые навыки, знания и компетенции.
И в современном мире, конечно же, мы говорим о том, что это все возможно сделать при помощи цифровой среды, цифровых инструментов. И буквально несколько слов я хочу сказать о том, а как сейчас мы можем учиться самостоятельно в цифровой среде. Ну, конечно же, это электронные библиотеки, я уверена, что вы с ними так или иначе сталкивались. Это библиотеки, в которых вы можете получать литературу профессиональную, художественную, научные публикации, диссертации. И по большей части это возможности, которые нам предоставляют бесплатно. Я хочу обратить ваше внимание, может быть, вы еще не сталкивались с тем, что в последние годы, особенно в период пандемии, такие платформы, как YouRight, Line, Znanium, предлагают очень большой спектр образовательных мероприятий. Это и отдельные вебинары, и образовательные курсы, которые, как правило, совершенно бесплатны для нас с вами. И эти платформы приглашают хороших специалистов, экспертов в своих областях, которые с нами делятся своим опытом. Безусловно, мы все знаем про курсы повышения квалификации, и они стали более доступны в том плане, что тоже частично стали дистанционными. И у нас сейчас еще пока есть очень много открытых курсов, на которых мы можем учиться бесплатно и в том числе получать сертификаты. При желании можно найти практически любой вебинар, курс, семинар по интересующей вас теме. Но если мы не находим бесплатное обучение, то платного обучения предостаточно. Важно только выбирать его правильно, но зачастую это оправдывает те знания, которые мы получаем. Очень интересно сейчас стало с педагогическими конференциями. Ну, не только с педагогическими, с любыми конференциями, научными, научно-практическими, потому что они тоже перешли в режим либо полный онлайн, либо гибридный. И таким образом нам с вами не надо ехать в другой город, не надо ехать в другую страну, не надо тратиться, у нас нет расходов, и мы в один день можем посетить даже несколько разных конференций в разных городах и послушать точечно те доклады, которые нас интересуют. И в том числе мы можем выступить сами. Да? Вот я сижу сейчас в Санкт-Петербурге, коллеги из разных городов, мы все с вами вместе в одной среде, мы с вами учимся, мы с вами развиваемся. Очень хорошая тема, которую я люблю говорить, и я сама, когда попала вот в эту среду профессиональных сообществ, я поняла, что это огромная платформа тоже для получения знаний, навыков и обучения. Профессиональные сообщества, как правило, развиваются спонтанно, и собираются люди, которым интересно пообщаться, обменяться опытом в той или иной теме. И вы такие профессиональные сообщества можете найти сейчас в социальных сетях, например, ВКонтакте. В последнее время очень многие сообщества переместились в мессенджер Telegram, и там точно так же продолжают активно работать, ведут каналы, организуют чаты, и оттуда вы тоже можете получать много информации. Если вы до сих пор не использовали этот канал, попробуйте, и вам наверняка это очень понравится. Важно найти свою нишу. Я здесь не случайно указала еще такие возможности обучения и развития, как магистратура, аспирантура, потому что и это обучение перешло зачастую в дистанционный формат, а это значит, что мы имеем возможность поучиться у лучших мастеров, у лучших экспертов в разных городах, а иногда даже в разных странах, и, соответственно, повысить свою квалификацию. Как же создать свою образовательную среду, свою собственную, индивидуальную или образовательную среду вашего, допустим, учебного учреждения или какой-то методической комиссии, какого-то сообщества? Ну, собственно, для этого нам не нужны никакие особенные инструменты. Я думаю, что все эти инструменты вам знакомы, которые перечислены у меня на слайде. Вы с ними работаете в своем образовательном процессе, используете. Здесь единственное, что вот я Miro, Trello и Notion через знак равно написала аналоги российских сервисов, которые, ну, если не покрывают целиком функции, то очень близки, а, например, онлайн-доска GetLocus еще предоставляет дополнительный функционал, которого нету на доске Miro.
Это по поводу того, что мы сейчас ищем различные сервисы, да, не только иностранные, но и российские, и они есть. И, например, Яндекс.Диск последние полгода очень здорово шагнул вперед и предоставляет нам разные возможности. О нем я сейчас скажу буквально 2 слова, потому что уверена, что все, конечно, работаете с облачными технологиями, кто-то в Мейле, кто-то в Яндексе, и понимаете, что это такое, но просто буквально вот в рамках нашей темы. Очень удобно в облаке создавать структуру, и, соответственно, сохранять там свои документы, свои файлы, ссылочки. Вот у меня тут представлен, например, на моем Яндекс.Диске, я папку назвала «Автор своего развития», и внутри уже создаю папочки тематические, внутри которых, опять же, вложенные папки, там файлы, документы и так далее. Вы можете такую же структуру создать на диске своей образовательной организации или для своих коллег сделать какой-то, да, выбрать диск, и там, скорее всего, уже будут названия другие у папочек, но, тем не менее, вы можете структурировать ваши документы, касающиеся обучения, образования, развития и так далее. Что важно очень во всех облачных хранилищах для нас? Это возможность предоставлять доступ к вашим материалам. В Яндекс.Диске вы можете предоставить доступ по адресу электронной почты, и тогда ваши документы будут доступны только тому человеку, да, который, соответственно, есть, ну, обладатель этой электронной почты. И вторая возможность – это отправить ссылку, и, соответственно, доступ к вашим материалам будет у всех, кто эту ссылку получит. И важно здесь понимать, что у вас есть 2 варианта доступа к своим материалам. Это только просмотр, и второй вариант – это совместное редактирование документов, или если вы делаете совместный доступ к папке, то вы можете туда выкладывать документы, удалять и так далее. Это важно, потому что очень здорово собирать вот эту вот цифровую обучающую среду иногда не в одиночку, а вместе с коллегами. И, например, в одном и том же файле собирать ссылочки на интересные мероприятия или в одной папочке интересные важные презентации, или какие-то анонсы, или статьи и литературу. И, естественно, ваша база знаний будет гораздо шире и интереснее, если вы будете ее составлять не в одиночку, а вместе с коллегами. Следующий инструмент, о котором я хочу рассказать, буквально, да, у нас немного времени, чуть-чуть, не о самом инструменте, а о том, как его использовать. Это онлайн-доска Миро. Собственно, досок различных много, я тоже уверена, что вы с ними работали, но вот Миро прямо это вот моя любовь с первого взгляда. Очень много функций, очень много возможностей. Если вы еще не работали в ней, советую попробовать. Если работали, то вы узнаете сейчас интерфейс. Собственно, что можно сделать для создания вот своей образовательной среды? Ну, во-первых, можно структурировать так же, как и на диске, свои данные. Вот в данном случае я сделала себе, набросала такую схему в виде интеллект-карты моей образовательной среды, и дальше я, собственно, расшифровываю каждую веточку и наполняю ее. Мне приятно, что все это визуализировано, я могу и свои картинки вставлять, и когда я, например, выкладываю ссылочки на видео или на литературу, там автоматом вставляются картинки с сайта, это красиво, это визуально приятно, я структурирую так, как я хочу, вот я сделала таким образом, можно располагать на этой доске все материалы так, как вам нравится. Что очень мне нравится на доске Миро. В отличие, например, от диска облачного, там это не так удобнее делается. Здесь вы можете сразу же просмотреть те материалы, которые вы собираете. Вот, например, слева у меня мои выступления и окошечки со ссылочками на YouTube. Я могу здесь же в этом окошечке просмотреть видео и прослушать, а могу по ссылочке пройти и открыть в удобном большом формате. То же самое с презентациями справа. Это выложены
файлы с презентациями, но вот у меня выделен один файлик красным, и стрелочка идет, и там видно, что у меня открыта первая страница, первый слайд из 11. Соответственно, я могу все эти слайды вот здесь вот в таком маленьком формате просмотреть, вспомнить, что у меня там было в этой презентации, и, соответственно, потом уже ее открыть и работать, редактировать или использовать где-то. То есть мне не надо никуда переходить, ничего дополнительно открывать, чтобы познакомиться, вспомнить свой материал или чужой материал. Точно так же, допустим, ссылки на статьи. Мне прямо вот очень нравится, что я вижу не только название статьи, а сразу же какую-то картинку с сайта, и я сразу вспоминаю, ага, да, вот это была статья, вот там было важно то-то и то-то. Вот здесь вот я это сейчас посмотрю, потому что обычно там названий много, ссылок много, и ты не всегда помнишь, что именно тебя в этой статье зацепило. А визуальный ряд помогает в этом быстрее сориентироваться. Еще один сервис, который, я думаю, тоже вам знаком, это Trello. И называют этот сервис иногда Kanban-доска или просто вот программа Trello. Я не решилась назвать это Kanban-доской, потому что она не только для работы в проектах предназначена, тут есть другие функции. Поэтому вот такой вот сервис, в котором вы можете аккумулировать все ваши материалы, и текстовые, и видео, и ссылочки, и делать здесь анонсы предстоящих мероприятий. Вот сейчас я вам покажу 3 доски, которые организовала и ведет руководитель нашей магистратуры Марина Ефимовна Вайндорф-Сысоева, а мы, соответственно, как участники в этих досках тоже можем работать. Вот, например, доска, которая называется «Наука ИФТИС МПГУ», и здесь собраны, посмотрите, методические и научные метапы. Это ссылочки на будущие мероприятия или на те, которые уже прошли, вы можете посмотреть их в видеоформате. Тут конференции, вебинары и онлайн-встречи тоже, соответственно, с описанием, с ссылочками, с какими-то комментариями. По всем этим разделам вы можете, да, скроллить вверх-вниз. Я не стала уже сейчас делать это в реальном режиме, потому что времени немного. Так вот в виде скриншотов вам показываю. Или вот такая доска «Дидактика цифрового обучения». Все тоже очень ярко, наглядно снабжено либо иллюстрациями, либо видеоматериалами. Здесь мы можем посмотреть научные исследования и публикации и магистрантов, и магистров, и других специалистов, и, соответственно, использовать это в своей работе, ну, с соблюдением авторского права, естественно. Еще одна доска, одна из моих любимых, потому что здесь собраны очень много видео, мастерских, воркшопов, извините, вебинаров на различные цифровые темы. Это цифровые инструменты, это инновации в образовании, это виртуальные экскурсии. Это то, что делали магистранты за несколько лет, да, то есть это не один курс, это уже 2 или 3 года работы магистрантов, которыми вы можете тоже воспользоваться, посмотреть их, поучиться чему-то и использовать в своей работе. Я, к сожалению, сейчас вот не дала ссылочек на эти доски, но с позволения организаторов я просто позже пришлю ссылочки на эти открытые ресурсы, чтобы вы могли ими тоже воспользоваться. И в заключение хочу перечислить те преимущества цифровой обучающей среды, которые нам важны сегодня. Вы мне же можете вот на все мое выступление сказать, ну, господи, зачем это все? Я вот там на компьютере у себя храню, закладочки сделала в браузере, и у меня такая же структура папочек на компьютере. Но тогда вы привязаны к своему месту, к своему компьютеру. В цифровой обучающей среде вам доступны ваши материалы в любое время, в любом месте, где есть интернет. Вы можете выстраивать понятные связи и структуру. И что очень важно, вы можете предоставлять доступ к своим материалам либо для просмотра, либо, что еще лучше, для совместной работы, и таким образом организовывать свои какие-то, может быть, мини-сообщества или сообщества в школе, и продолжать развиваться уже вместе. Закончить свою речь я хочу цитатой
такого известного в образовании человека, Кен Робинсон, который сказал, что в образовании и обучении да, важно ключ повернуть в нужную сторону. И можно его повернуть так, что вы блокируете все ресурсы, а можно повернуть этот ключ так, что вы дадите доступ к этим ресурсам многим людям. И вот последний абзац прочитаю. Чтобы реализовать свой истинный творческий потенциал в наших организациях, нам нужно иначе думать о себе и действовать по-другому в наших школах и наших сообществах. Мы должны научиться быть творческими. Поэтому я призываю вас творчески относиться к самому процессу саморазвития. Желаю всем радости и творчества в работе. Спасибо, Анна Леонардовна, за интересное выступление. Вот я бы только еще добавил, мы сейчас проводим нашу конференцию на ProofMe. Так вот, у ProofMe тоже появилась своя доска, ну, по моим оценкам, не хуже, чем Мира. Поэтому тоже... Отлично, будем изучать. Да, посмотрите ее тоже. Я не знаю, то есть будет ли она бесплатной, но, по-моему, пока бесплатная. Угу. Вот. Спасибо большое за выступление, за такое содержательное. Вам тоже удачи. Удачно закончить магистратуру. Спасибо. И всех благ на нашем педагогическом поприще. Спасибо большое. Коллеги, мы двигаемся дальше. Цифровые инструменты как помощник в организации взаимодействия учителей. Родионова Екатерина Сергеевна, тоже магистрант. Екатерина Сергеевна, попробуйте подключиться. Да, добрый день. Да, мы вас слышим, видим. А у вас есть? Так, все, презентация тоже видна. Все, можете начинать. Да, я тоже магистрант из этой же программы. Нас вот пригласили поучаствовать, и большой радостью постараюсь вам что-то интересное рассказать, продолжить выступление Анны. Я хочу сказать, что инструмент, в первую очередь, какой бы он замечательный ни был, это только инструмент. И я расскажу про некий свой опыт, который применяю в работе, как раз по использованию цифровых инструментов. Но мне бы хотелось как раз сделать акцент не какие они замечательные и вот применяйте именно эти, а именно с точки зрения самого подхода, что не надо зацикливаться исключительно на инструменте, а в первую очередь живой учитель, живое общение с детьми, оно всегда на первом месте. И я работаю в небольшой частной школе, у нас начальная школа, и когда приходят родители, спрашивают нас, вот что в вашей школе самое главное, чему вы хотите научить детей. Мы говорим, что мы хотим научить детей учиться, чтобы вот этот вот блеск в глазах, он всегда оставался у детей, чтобы им было интересно, чтобы они понимали, что интересно, а что неинтересно для них, чтобы умели сравнивать и находить какие-то вещи и анализировали, почему именно этим им хочется заниматься. И учитель в данном случае, он выступает таким помощником. Он не может взять свои компетенции, свои знания и переложить в голову детей. Поэтому он плавно, мягко подбирает методы, формы, какие подойдут конкретным детям. И понятно, что современным детям нужны какие-то новые методы, которые их заинтересуют. Постоянно преподавать по одним и тем же конспектам не получается. То есть нам надо что-то менять в своем процессе обучения. И собираясь командой, когда вот мы нашу команду подбирали, учителей, в первую очередь решили, что мы вот как раз договоримся о некоторых наших ценностях, о некоторых наших подходах, как мы будем вместе работать, на что мы будем обращать внимание. И начали мы такую совместную деятельность с обучения. Провели для наших учителей совместно с директором, мы разработали такой небольшой курс,
ну, интенсив его назвали, потому что нам нужно было достаточно быстро перед началом учебного года договориться о ключевых моментах, как мы будем работать. И цифровые инструменты были очень востребованы, потому что это как раз был период пандемии, только-только некоторые школы открывались, а некоторые школы еще не открывались. И в любом случае, начиная работу в нашей школе, мы понимали, что мы не можем говорить только про очный формат. То есть мы изначально говорили про гибридный формат, либо какие-то, ну, часть уроков дистанционные, но больше, наверное, как бы говорили именно о гибридном. То есть если ребенок заболевает, то у него есть возможность подключиться к урокам, при том, что урок проходит точно в классе, и каким образом вот это делает, и на что обращает внимание учитель. И вообще, какие есть сейчас тенденции в образовании, о чем говорят современные школы по всему миру, какие метрики есть, как смотрят качество образования. И когда мы готовили наше обучение, мы не хотели тоже просто сесть за стол и передать учителям, сказать, вот смотрите, у нас новая школа, вот мы сейчас собрались, будем делать так. Само обучение нам нужно было выстроить именно таким образом, как мы хотим потом, чтобы эти учителя пошли к детям и учили их. Поэтому свой интенсив мы тоже делали такой гибридный, то есть у нас были очные встречи, каждый день была какая-то определенная тема, которую мы обсуждали. Дальше было задание на платформе, которые учителя делали сами, и там был разный материал, то есть, может быть, какие-то отрывки из книг надо было прочитать, проанализировать, или посмотреть видео, или там поделиться с кем-то. И дальше у них получался какой-то продукт, каждый день у них было свое задание, то есть или сценарий урока, или там вот первый день мы как раз говорили про образ учителя, какой он сейчас, учитель современного дня, да, с чем он идет в класс, и каждый учитель писал небольшой такой эссе, что он думает на основе того материала, который мы предоставили, вот как он считает, какой он должен быть учитель. И ну, проведя такой интенсив в течение там 2 недель, у нас уже было какое-то понимание, как мы дальше командой работаем, с чего мы начинаем и как мы будем выстраивать уроки. То есть, общаясь с учителями, мы тоже используем те инструменты, которые хотели бы, чтобы учителя использовали на своих занятиях. Дальше, вот еще из инструментов, мы планирование в школе делаем в облаке, тоже в одном документе, к которому у всех есть доступ. И для того, чтобы лучше договариваться, ну, в школе работа очень интенсивная, всегда дел много, да, все в каком-то таком своем процессе, и для того, чтобы нам вовремя встретиться, обсудить какие-то моменты, мы договорились использовать общий электронный календарь. Большой плюс календаря, что он сам присылает уведомления, договорились о встрече, сразу туда добавили всех участников, и всегда можно посмотреть, занят или свободен человек, да, могу я его пригласить на какую-то другую встречу, или у него уже все время расписано. Очень помогает, когда нужно там в каких-то мини-группах поговорить и не знаешь, где сейчас, чтобы не отвлекать, лишний раз сообщение там на уроке не отправишь, да, не позвонишь, а так посмотрел в календаре, все знаешь, когда можно с кем пообщаться. Вот, то есть еще из таких инструментов, которые очень помогают в работе в школе, это электронный календарь. Дальше мы свою работу выстроили по некоторым проектным группам. То есть мы распределили коллег, ну, пообщались, спросили, кому что ближе, кому что интереснее. То есть всегда есть какие-то задачи, которые помимо уроков, там, формирование школьного музея или там мероприятие какое-то готовят несколько учителей вместе. Или там библиотеку надо оформить, у нас нет отдельного библиотекаря. Как мы это будем делать? То есть мы договорились, создали несколько команд, распределили цели, что делает команда, как она будет работать. И вот для такого вот взаимодействия учителей помогает очень планирование, вот тоже в электронном инструменте. Там можно делиться
какими-то документами, добавлять что-то, можно оставлять свои комментарии, там, прочитали, не прочитали, что я думаю. То есть такие вот дистанционные встречи. Назначать встречи, проводить встречи очные или там тоже кто-то подключается позже, изучает материалы, да, куда движется. В планере хорошо отслеживать прогресс, да, с чего начинала группа, как проходили встречи, то есть с точки зрения там руководства, да, управления группами, то можно вот открыть, и в одном документе видно, кто чем занимается, как часто проходили встречи и над чем сейчас команда работает, куда движется. Вот. Продолжили мы обучение внутреннее там, в Teams. Мы выбрали Teams как внутришкольную платформу. Сейчас, наверное, что-то будем менять, как бы подбираем, смотрим, насколько актуально оставаться в Teams, потому что, ну, знаете, сейчас есть перечень неких инструментов, да, которые рекомендовано заменить для использования в организациях государственных, и мы смотрим некие аналоги. Но пока остаемся в этом году на Teams, еще пока не перешли на что-то другое. И дальнейшее обучение команды мы тоже вот выстраивали в Teams, делали некие курсы и продолжили именно гибридный формат, он нас больше всего устраивает, то есть все-таки собраться обязательно нужно, посмотреть друг на друга, поговорить очно, обсудить некоторые вещи, а дальше дать задание, чтобы каждый уже в своем режиме, в своем ритме двигался, кому-то там вечерами удобнее, кто-то наоборот раньше встает и утром просматривает все это. И при такой интенсивной нагрузке, которая есть в школе, требовать от учителей, чтобы все обязательно по графику там в одно и то же время собирались, ну, это как несправедливо. И тем более, что вот есть удобные инструменты, которые помогают выстроить свой собственный график. Но периодически, там раз в неделю, группа, которая обучается, там, собирается и обсуждает, на каком сейчас месте находится, да, какие-то вопросы именно очно. И потом дальше отправляется обучаться в своем удобном ритме. Ну, домашние задания можно прикрепить, да, обратно. Опять же, можно оставлять комментарии, обсудить, и хорошо работающий такой инструмент. Ну, некоторые моменты, в принципе, по выстраиванию вот такого взаимодействия учителей, когда мы не всегда проводим очные планерки, а что-то переходит в дистант, что-то выстраивается с помощью таких цифровых инструментов, некоторые моменты, которые, вот я их выделила как очевидные моменты, и они описаны во многих книжках, то есть любое планирование, понятно, это вот как учителя мы знаем, что обязательно нужно делать так. Но когда начинаешь работать, вот эти моменты почему-то оказываются неочевидные. Их снова и снова мы изобретаем. То есть в первую очередь, когда мы ставим какую-то задачу в календарь или вот в планер добавляем, то задача должна быть поставлена очень четко и должен быть назначен ответственный. Что, ну, некий пример именно из школьной работы. То есть такая задача, что займитесь, пожалуйста, оформлением школьного музея. Вот поставлена задача, да, там есть ответственный даже за музей. Это нечеткая задача. И критерии не определены, непонятно, что нужно сделать. То есть в этой задаче нужно все-таки прописать четко, что мы ждем. То есть в музее там должны появиться там, 3 стеклянные витрины к такому числу. Мы хотим, чтобы там все экспонаты были описаны, и у них были QR-коды, например. Обязательно познакомить там детей, обучить там 3-4 детей, чтобы они могли работать экскурсоводами. Вот тогда эта задача, она уже начинает выполняться, когда более четкие вещи. Когда просто оформите, это, ну и результат такой. Где-то что-то будет как-то стоять, но не будет четкой того, что вы задумали, как этот музей должен выглядеть.
Потом задача должна быть измерима, да, вот эти вот критерии нужно понять. То есть мне, вот тот же музей, мне не очень понравилось, как вы сделали. Что понравилось, что не понравилось. Это субъективно, а мне понравилось. Я поставил все на подоконник горой в коробках, а мне нравится, отличный музей, а что, что не так? Тогда мы тоже эти критерии в самом начале там, в планере прописываем, что мы будем потом смотреть. То есть нам нужно, чтобы ну, не знаю, мы говорим про дистант. Мы хотим, чтобы у нас в том же Тимсе, там в каждом классе есть команда, чтобы у нас наполнялась группа каким-то контентом. Какой контент? Уроки. Как часто мы выкладываем уроки? То есть учитель раз в неделю выкладывает урок. Тогда мы смотрим в конце недели, он выложил или не выложил. Мы это уже можем померить. Да? В течение месяца он выложил 4 урока, да, так как мы договорились. Он выложил 8, значит, там он молодец, мы его можем как-то еще простимулировать или попросить рассказать другим, как он здорово научился уроки снимать. То есть некие критерии, да, как мы меряем. Потом понятные критерии результата в конце, что мы смотрим. Например, прошло мероприятие, да, как вам мероприятие? Вот тоже понравилось, не понравилось, ну, непонятное, да? Мы прописываем критерии. Нам важно, чтобы на мероприятии там на сцене обязательно каждый ребенок выступил, и тогда мы уже смотрим, там, выполнены критерии или не выполнены. Музыка там должна быть на таком-то уровне, там подключены одна колонка, да, или там 4 колонки, качество там изображения, которое мы выводим, ну и так далее. То есть прописать, что мы хотим увидеть в конце. То есть этот результат, опять же, должен быть не просто померен, да, 1, 2, 3, но он еще должен быть осознан и принят всеми участниками процесса. Опять же, если это все дистанционно, если мы это не проговариваем, не передаем чувства, то есть вот как это список есть у нас в планере, так человек и понимает, так он и выполняет. Поэтому мы очень последовательно все это прописываем. Дедлайн. Мы знаем, что концерт у нас там 15 мая, но если у нас стоит одна дата 15 мая, то очень часто получается, что декорации мы рисуем ночью, да, с 14 на 15. Чтобы это не происходило, то есть мы дедлайн задаем не только конечного продукта, конечного результата, когда происходит мероприятие, но мы заранее прописываем, значит, сценарий там, не знаю, утверждается еще 8 марта перед финальным концертом, музыка там у нас вся сведена к такому-то числу, декорации готовы тогда-то, и дальше можно уже не ходить, не проверять. Люди видят график, и видно, вот они проверили это, они там добавили свои комментарии, там галочку поставили, задача выполнена. И все это можно не встречаться, не раздражаться, да, друг другу, потому что всегда в работе возникают какие-то вот эмоциональные моменты, особенно когда это дети, это вот концерты, что-то такое, все волнуются. Очень четко инструмент помогает всего этого избежать, чтобы никто не волновался, все четко по пунктам сделали, такого-то числа, галочку поставили, ага, дальше что мне надо сделать, дальше мне там надо проверить музыку, дальше мне надо пойти там договориться, там какой-то костюм доделать и так далее. Вот. И самое последнее вот про актуальность. На самом деле это, я когда делала презентацию, думаю, вот первое это написать или вообще вот эту актуальность к каждой задаче написать. В работе в школе тоже вот и, мне кажется, с точки зрения цифровых инструментов, когда вот мы научились ставить задачи, мы очень четко там прописываем все дедлайны, мы все сработали, мы, может быть, там поставили задачу и там попросили помочь некоторых учителей, которые сейчас могли бы быть не вовлечены, а мы там, нет, давай, мне там очень надо, там, для музея, вот я хочу такую афишу сделать, давай, и человек неделю ее делает, все повесили, а нужна эта афиша в этом музее? Вот точно этот плакат вот так вот на скотче надо сюда прилепить. Или, может быть, мы там сделаем красиво в конве, закажем в рамочке, повесим. И зря он ее рисовал там в течение недели, там вечерами, да, он потратил свое время, вы его попросили, он подключился, все это было так здорово. Но вот про актуальность и про зачем, ставя задачу, а она вообще нужна?
те ресурсы, которые мы сейчас тратим, свои, чужие, те эмоции, которые вкладываем, нам вот для результата, опять же, того, что мы хотим добиться, нужно ставить эту задачу в календарь или нет? Есть такой момент, что вот план пустой, да, там пустая графа, ничего не стоит, надо какое-то мероприятие поставить обязательно. А что произойдет, если не поставишь? А что мы хотим показать этим мероприятием? Чему научить детей? Оно у нас связано с тем, что происходит по плану, в календаре рядом, или ну, или не сочетается? Из примеров, например, в субботу хочет педагог по шахматам вести детей на турнир. Турнир сложный, на целый день. Вот они с утра уезжают до вечера, и дети играют первый год. Они еще не очень хорошо играют в шахматы. Но вроде выехать им надо, посмотреть, как играют другие, показать себя, посмотреть, что такое турниры. А параллельно в этот же день проходит какое-то спортивное мероприятие веселое, где все будет весело, и детям точно понравится результат, там, участие, они получат положительные эмоции. С одной стороны, мы понимаем, что детям нужно постараться, нужно там выложиться. С другой стороны, про вопрос «зачем?». Что нам сейчас важнее? Более радостные эмоции или про старание? Дети покажут себя, потому что готовы к этому турниру? Или они сейчас проиграют, и все очень расстроятся, и можно было бы поучаствовать через неделю в другом, но их уровня? То есть вот каждая задача, ставя ее и выстраивая там свой вот этот вот путь, мы думаем, нужно или не нужно, актуальна или не актуальна эта задача. Вот. И по поводу еще инструментов, вот я сказала, что это только, да, инструменты, некоторые вот показывали. Я не хочу как раз говорить вам, что вот берите именно планер или работайте именно таким образом. Инструменты меняются. Инструменты вот можно работать. Trello, да, можно подобного плана. Есть Яндекс.Трекер, похоже выстраивается тоже работа. Мы работаем вот в офисе 360, он, по-моему, называется, тут опечаточка небольшая. Но инструменты меняются. Скорее важно вот про людей, про выстраивание вот этого вот процесса. И нам хочется в школе очень уйти от каких-то инструкций, от того, что вот шаблон, и мы делаем все по шаблону. Скорее я инструкцию подстрою под конкретного сотрудника. И сейчас уже буду завершать. Вот такой вот, небольшая идея, про что все это. Если вы слышали про бирюзовые организации, да, некоторое такое горизонтальное управление, когда в самой структуре организации люди могут принимать свои собственные решения, не согласуясь с руководством. Это некоторая такая утопичная идея, и не буду говорить, что надо вот обязательно только так, но чем помогают цифровые инструменты, что можно на некотором уровне, где не обязательно руководству вот каждый шаг контролировать, мы закупим такие декорации или другие. Мы сейчас вот так будем урок выстраивать или иным образом. Управлять скорее по ценностям. Для нас важно вот это. Для нас важны дети, которые будут учиться, которые будут выбирать свои интересы. Для нас важно вот цели, которые мы ставим, да, актуальность. И исходя из этого, педагоги с помощью инструментов могут уже выстроить процесс самостоятельно, могут договориться, сделать мини-группы и прийти к результату самостоятельно. Спасибо. К сожалению, не слышу почему-то. Нет у вас выключен микрофон. Вижу, сейчас включу. Ага. Да. Включился, нет? Да. А в какой школе вы работаете? Наша школа называется «Снегири» в Москве.
В Москве, да? Нет, Да. я к тому, что вот аналог, будем говорить так, Teams, сейчас же в Российской Федерации внедряется информационно-коммуникационная платформа Сферум, в Да, которой в том числе и видеоконференц-связи и все прочее. И да. видеоуроки можно делать. Наш Поэтому, я думаю, можно наш наш регистрироваться на да. этом, на сайте Сферума и начинать использовать. Тем более На она будет наш входить. методист, да, наш методист как раз эксперт, из Сферума, да, и мы начали уже частично Да. внедрять. Ну, потому что будет с офисом 365, и в том числе с теми инструментами, о которых вы говорили, что будет в ближайшее время, к сожалению, мы не знаем. Пока работает, Да. но будет ли работать в дальнейшем, непонятно. Ну, Ну и Яндекс тоже рекомендации есть, предлагает, да, и да. рекомендации есть все-таки использовать отечественные продукты. Спасибо большое вам. Спасибо. Коллеги, мы двигаемся дальше. И следующее у нас выступление Слободянюк. Так, добрый день. Да. Теперь бы запустить презентацию. Так. Мгм. Отправила, но я сейчас загружаю ее. Да, для начала хочу всех поприветствовать. Уважаемые коллеги, вас сегодня приветствует Питерский район в лице нашей школы, Йодвинская средняя школа, и я директор школы. В продолжении внимательно слушаю своих коллег, было очень интересно, спасибо большое. Но у меня немножко все-таки речь пойдет прежде всего о этом процессе и о том, как мы используем цифровые инструменты в нашем образовательном процессе. Все мы с вами работаем в школе, в сфере образования, либо в сфере образования и знаем, что существует огромное количество разнообразных приложений, инструментов для того, чтобы и работу, и делать занятия более привлекательными предметом. Ну, в особенности в период дистанционного обучения мы с вами познакомились с огромным количеством предложений, которые было на тот момент, и пользовались цифровыми инструментами. Какие-то нам полюбились, какие-то мы менее использовали. Но каждый из нас понимает, что вообще информатизация образования важную роль в повышении качества и доступности образования. Ну и понятно, что использование цифровой образовательной среды позволяет разработать для каждого учащегося индивидуальную программу обучения, которая позволяет учитывать его потребность в знаниях, его особенности восприятия, то есть личные качества ученика, потому как у каждого ученика разная система восприятия. Так, что-то моя презентация... все, загрузилась. Ну, вот те ресурсы, которые мы активно используем в период дистанционного обучения, и какие-то в большей степени, какие-то в меньшей степени. Очень большую помощь нам оказал Google в тот момент, и мы до сих пор работаем в Google, пока это возможно. Но сегодня я хочу рассказать о тех инструментах, которые мы используем в своем образовательном процессе. Но в равной степени, возможно, и вы их используете. Ну, естественно, первое, что хочется мне сказать, это сервис videouроки.net.
которые реализуют в виде адаптивных здесь платформы, интересно. Ну, во-первых, так, интернет нас сегодня очень не балует. В Да. данном, ну, простите, живем в тайге. В данном сервисе Не, ну у вас интернет уже должен быть 50 мегабит в да, секунду. он должен быть именно таким, но не всегда мы имеем возможность его таким иметь. Значит, в этом сервисе хорошие инструкции, которые, собственно говоря, позволят быстро разобраться и учителю, и ученику. Подготовительная работа, она включает в себя создание классов и регистрацию всех учащихся в этой системе. Ну, поскольку у нас малокомплектная школа, и здесь вы видите с урока, значит, у меня по 9 класс зарегистрированы ребята. После этого мы наполняем учителем каждый класс и занимаемся управлением обучения класса. Здесь любой ученик зайдет свой, понятно, что каждый получает свой идентификационный код, который естественен только для этого ученика и действителен. Соответственно, зайдя в свои кабинеты, каждый ученик может посмотреть видео дополнительно к тому материалу, который он получил на уроке, выполнить упражнения в электронной тетради, выполнить тест. И при этом этот сервис удобен тем, что при помощи управления классом можно видеть, ученик отнесся к выполнению того или иного задания. Ну, вот, например, мы здесь видим результаты выполнения теста, продолжительность работы, сколько процентов выполненных правильно заданий и, соответственно, рекомендуемая оценка. Это как такой подспорье учителю для того, чтобы понять, как ребенок отработал этот материал. Ну и, естественно, у ребенка есть возможность управлять своей учебной деятельностью, но можно сразу возразить, это только для очень мотивированных учащихся. Но, поверьте, даже не очень мотивированные учащиеся тоже у нас стараются и выполнять, потому как это наглядно им показываем, как идет процесс. При этом учитель видит, сколько времени ребенок потратил на выполнение задания, как отнесся к просмотру видео урока, если ему в этом была необходимость нужна. Ну и данный сервис, он еще дает возможность создавать свои тесты. Потому что тесты абсолютно разные предлагает данная система. Там есть тест с ответом, есть ребусы, которые, ну, для пятиклассников это им интересно, найти соответствие. То есть сделать выбор ответа. Вот такие задания ребятам это очень интересно. И, как вы понимаете, они все равно имеют в помощь учителю понимание того, насколько ребенок проникся этим материалом, насколько он интересен. Ну и понятно, что есть определенные минусы. К минусам, думаю, что можно отнести то, что данная платформа, она дает полный доступ ко всем материалам комплекта класса, предмета только при платной подписке. Ну, поверьте, это не очень большие деньги. Следующий, ну вот, да, еще возможность участвовать в олимпиадах и вебинары, которые могут быть интересны педагогам школы по различным тематикам. Следующий сервис, которым у нас активно педагоги пользуются, это TestPad, который абсолютно бесплатен, удобный инструмент, который позволяет создавать образовательные тесты, опросы,
дистанционные учебные занятия, какие-то собственные, возможно, реализация онлайн-курсов. Ну и я думаю, что многие знакомы с этим сервисом, но вот насколько он используется педагогами, здесь уже, естественно, личное дело каждого. При этом здесь также разные варианты предлагаются для создания тестов и множественный выбор, и установление соответствия, и установление последовательности, заполнение пропусков, анкеты, опросы, кроссворды и так далее. Ну, здесь возможность, ну вот, например, когда ребенок готовится, сейчас у нас отменили, но тем не менее при подготовке к ВПР можно было попробовать заняться подготовкой и пройти вот такие готовые уже тесты, которые были созданы на основе демо-версии 2022 года. Ну, понятно, что данный сервис позволяет разнообразить немножко учебные занятия. При этом здесь задания можно разнообразить, вставку диаграмм, картинок, рисунков. И при этом учащиеся сразу видят результат своего труда, ну, а учитель видит активность ребят в разделе «Статистика» в разных форматах. И вот созданные там тесты, они позволяют еще возможность для распечатки, то есть скачать для распечатки без использования интернета и без компьютерного класса. При этом, ну вот обычно ребятам очень нравится работать вот, по разгадыванию кроссвордов. Ну, такие вещи мы используем, ну, поскольку я учитель физики, поэтому здесь какие-то такие брала примеры, касающиеся моего предмета. Значит, кроссворды абсолютно разные. Классические ворды, японские, цветной японский, и филворд, и судоку. То есть при том, что генерация кроссворда, она происходит с использованием коллекции слов, либо с использованием пользовательских слов. Ну, обычно во внеурочной деятельности мы используем, во время предметных недель. Каждый ребенок получает ссылку на страницу со кроссвордом, выполняет задание. Так. При этом, ну вот, есть еще такая, раньше не было, сейчас она появилась, организация дистанционного обучения в данном сервисе. Но при том, что это достаточно простой и удобный инструмент. Здесь самое главное — группа учащихся, где для каждого генерируется свой уникальный код доступа. При этом здесь можно добавлять материалы в разных форматах. Это и PDF, и изображение, аудио, ссылки на видеоуроки на YouTube. Тест в систему можно включить. Ну, в принципе, вот очень удобный сервис позволяет разнообразить немножко нашу с вами жизнь. Ну, а дети получают возможность выполнить задания в разнообразных по содержанию и сложности заданий. Минус данного сервиса — это, конечно, наличие рекламы. Рекламы там очень много. Вот это так немного нравится нам. Следующий сервис, который мы используем, это ресурс с готовыми заданиями Corel App. Это конструктор урока. Но этот конструктор урока, он чаще всего используется для ребят, которые у нас в школе, которые находятся на лечении, ну, либо вот когда были карантинные мероприятия, на карантинах, либо по метеоусловиям, либо по болезни. Поэтому вот эта форма в этом плане нам очень помогла, поскольку она позволяет составить целое учебное задание от целеполагания до этапа рефлексии. При этом все необходимые инструменты абсолютно есть для того, чтобы смоделировать все этапы урока. Ну, вы видите, что оно, тут даже есть запись, защищено от санкций, он бесплатный, русскоязычный, зарегистрироваться на нем просто. А вот ученикам это делать не обязательно. При прохождении урока просто достаточно ввести свою фамилию и имя. В своем личном кабинете вы конструируете свои занятия, храните их в отдельных папках. В нем все понятно без инструкции. И абсолютно все можно там разместить, все, что вы используете на уроках. И видеофайлы, и презентации, документы, аудиозаписи, картинки, фотографии.
задания разных типов там формируются. При этом, переключила. При этом это очень удобно. Кстати говоря, туда можно еще вставлять активные задания из Learning App. Здесь, создавая свой урок, тоже достаточно простая навигация, все очень хорошо видно. И любое задание, которое вы формируете, либо это просто урок объяснения нового материала, да, либо это диагностика. То есть здесь насколько вам хватает фантазии, насколько хватает вашего педагогического мастерства для того, чтобы создать этот урок, все возможности у вас есть. При этом можно комментировать, оставлять комментарии детям, которые выполняют эти, то есть есть возможность обратной связи. Вот, значит, после того, как учитель создал, просто публикует этот урок, формирует ссылку для учащихся и отправляет любым способом, каким вам удобно, либо в мессенджерах, либо в соцсетях, в электронном журнале. Дети переходят по ссылке, выполняют задания, но о том только остается проверить и осуществить обратную связь, что очень даже детям интересно. Так, возможности использования сервиса SkySmart. Ну, наверняка вы тоже об этом сервисе знаете. Интерактивная работа тетрадь издательства просвещения и компании Skyeng, которые собраны задания по всем школьным предметам. Материалы этого сервиса разработаны на основе учебников, которые входят в специальный перечень. Ну и он подходит для ежедневной работы. Здесь вы можете эту платформу использовать как на уроках, так и назначать в ней домашнее задание. Но здесь одно но, поскольку сервис бесплатен только с 8 до 16:00, то задание на этом сервисе, конечно, лучше делать перед выходными. То есть вообще, если быть точнее, задания платформы, они в свободном доступе в любое время. А вот тесты и упражнения от просвещения, они бесплатны только до 16:00. Значит, здесь также есть отдельные задания, из которых тесты можно собрать как на классе. Поломки, ребусы. Ну вот, например, в первом классе сейчас раздел «Мощность, энергия». То есть я выбираю подвижные, неподвижные блоки, и здесь предлагаются все тесты, которые формирую задание, где отмечаю, когда, в какой период мы должны выполнить это задание, вернее, когда должны выполнить это задание. Естественно, когда я буду определять границы на выполнение задания, я это делаю. Меня слышно? Было слышно. Сейчас пропало. Попробуйте отключиться и включиться по новой. Угу.
Ирина Анатольевна, ну что, получается подключиться или все-таки какие-то проблемы возникли? Да, наверное, все-таки, когда возникают такие проблемы вот с интернетом, лучше, наверное, записывать видео выступления и предоставлять нам видео выступления. Коллеги, у нас еще одно выступление. Оно будет в форме видеозаписи. Это Гончар Наталья Петровна, учитель английского языка, гимназии номер 9 города Гродно, Республика Беларусь. И сейчас мы его с вами посмотрим. Коллеги, в чате поставьте плюсик, если все слышно и видно. Возможно, вам надо будет нажать кнопочку play в области презентации. Так, ну, вроде бы видно и слышно. Так, коллеги, у нас все выступления на эту минуту. Я хотел поблагодарить самых активных и самых стойких, кто у нас еще остался до последнего времени. Я остановил уже видеоролик, я думаю, понятно было всем. Ирина Анатольевна, если у вас получится подключиться, а то мы как-то не попрощались, будем говорить так. Но вот интернет у нас оставляет желать лучшего. Может быть, в заключении уже скажете пару слов. Осталось тут нас, правда, немного, 5 человек, по-моему, всего. Ну да, и мы на этом будем заканчивать. Ну, собственно говоря, те сервисы, которые я сегодня представляла, там я не успела, вернее как, меня выбило из интернета напрочь. Это онлайн-доску Padlet. Сегодня уже мои предыдущие коллеги, которые выступали, они знали. О доске уже говорили, да. Но Padlet тоже неплохой инструмент для использования в учебном процессе. Но вообще, если оценивать вообще эффективность использования онлайн-платформ, мы прежде всего должны ответить на вопрос, могут ли учащиеся улучшить свои знания, когда они работают в режиме, адаптированном под их характеристики. Но точно мы можем сказать, что использование цифровых инструментов позволяет разнообразить образовательные процессы, заинтересовать учащихся предметом, так как в любом случае они могут работать в удобное для них время, в комфортном для них режиме, что, естественно, влияет на психологический настрой. Ну, а если не учитывать индивидуальные возможности, особенно это касается мотивированных учащихся, то сложности, которые возникают при обучении, они переходят в хроническую неуспеваемость. Мы от этого всегда уходим в школе. Вообще все данные приемы, которые были сегодня представлены, можно использовать и в тех случаях, когда мы используем модель образовательного процесса, модель смешанного обучения, перевернутый класс. Но вы знаете, да, что эта модель не очень прижила ни за рубежом, ни у нас, но тем не менее иногда ее можно использовать, и каждый педагог имеет представление о том, что это такое и где такой инструмент можно использовать. А в то же время мы, используя цифровые инструменты, мы прежде всего должны понимать, что это только инструмент, который может принести пользу только в опытных руках. Поэтому, естественно, личность педагога и его мастерство прежде всего выходит во главу угла. Всем спасибо.
Извините, что так у нас все Спасибо вам. получилось с интернетом. Да, ничего страшного. Спасибо всем участникам, кто дождался окончания нашего мероприятия. Спасибо выступающим. До новых встреч уже завтра на новых площадках. До свидания всем.